В эфире нашего телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Благодаря принятым мерам и увеличению финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Якутии, оперативная обстановка с техногенными пожарами значительно улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе подводят и итоги прошедшего пожароопасного сезона. Об этом мы будем говорить с гостьей нашей студии. Это Яна Наумова, заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Яна Владимировна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Давайте начнем нашу беседу с обстановки с техногенными пожарами по республике. Как сейчас обстоят дела? С начала года на территории республики Саха-Якутия зарегистрировано 1452 техногенных пожара. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило на 14,7%. При техногенных пожарах погибло 36 человек. В сравнении с прошлым годом снижение составило на 47,8%. Также травмировано при техногенных пожарах у нас 47 человек, что в сравнении с прошлым годом составляет снижение на 16,1%. Значительный рост количества пожаров у нас наблюдается в 5 муниципальных районах. Это в Анабарском, Верхнеколымском, Мирнинском, Нижнеколымском и Татинском районах. Если говорить о причинах возникновения таких пожаров, то какие можно назвать основными? И, если, может, оглянуться на прошлые периоды, это одни и те же причины или какие-то новые появляются такие вот вещи? Всем кажется, что жилой дом, квартира – это самое безопасное и надежное место. Но, к сожалению, на самом деле это не всегда бывает так. И пожары в жилых домах возникают очень часто и составляют более 70% от общего количества пожаров. И они возникают в основном в результате нарушения элементарных правил пожарной безопасности. И огонь уничтожает имущество, выводит из строя жилые, подсобные помещения. И, конечно, имеет место то, что у нас при техногенных пожарах погибают люди. Основными причинами наиболее часто возникающих пожаров в жилых домах и квартирах являются это нарушение правил противопожарной безопасности по устройству и эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, бытовых электроприборов, неосторожность при курении, лежа в постели или в других местах, детская шалость с огнем, неосторожное обращение с огнем, разжигание костров или сжигание мусора вблизи строений. Также нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. И применение для разжигания костров легко воспламеняющих жидкостей, ацетон, бензин, растворители и другие жидкости. И, конечно, последствия пожара очень печальны, и их можно избежать, как и сам пожар, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. Казалось бы, в течение года постоянно говорим о том, что будьте осторожны с огнем, будьте внимательны при проведении каких-либо работ, но тем не менее граждане почему-то все равно допускают такие фатальные ошибки иногда. Скажите, какие меры предпринимаются по предупреждению пожаров и какая профилактическая работа проводится? В целях организации и осуществления работ по предупреждению возникновения пожаров у нас ведется комплексная целенаправленная работа. Изменены подходы проведения профилактики пожаров. Если, например, у нас раньше
профилактику пожаров проводили инспектора противопожарной службы, то сейчас, согласно изменениям, у нас в профилактических работах участвует весь личный состав противопожарной службы. И основным направлением работ профилактики пожаров у нас сейчас является это установка автономных дымовых пожарных извещателей гражданам из социально незащищенных слоев населения. Организована работа по ежегодному оснащению пожарными извещателями. И вот начиная с 2019 года установлены автономные дымовые пожарные извещатели уже у 4500 семей на территории республики. И также у нас органами местного самоуправления проводится работа по оснащению системами раннего обнаружения и оповещения о пожаре. И за 2 года органами местного самоуправления уже установлено более 4000 автономных дымовых пожарных извещателей. И также Госкомобеспечение с прошлого года запущена социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ». И в рамках данной социальной акции у 2500 семей уже установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Еще один очень важный вопрос, без которого никуда, это все-таки оснащение противопожарной службы. Скажите, пожалуйста, какая работа проводится по укреплению материально-технической базы, что нового в этом году? Да, мы продолжаем работу по повышению боевой готовности наших противопожарно-спасательных служб. В этом году у нас подразделения противопожарной службы получили 31 единицу новой пожарной техники, автоцистерны. Также у нас закуплено для защиты населенных пунктов 26 единиц малых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ. И что касается строительства объектов пожарных депо, то приказом Госкомобеспечения утверждена очередность строительства объектов, в которую вошли 20 объектов пожарных депо республики. И в настоящее время у нас в соответствии с новыми требованиями разрабатывается проектно-сметная документация по строительству пожарного депо на 2 и 4 автохода. Давайте поговорим немножечко о ландшафтных все-таки пожарах. Федеральным законом приняты новые нормы по тушению такого вида пожаров. Как реализуется данный закон у нас в республике? В соответствии с федеральным законом у нас в этом году принято постановление правительства Республики Саха-Якутия, где утвержден порядок организации взаимодействия и тушения ландшафтных природных пожаров на территории Республики Саха-Якутия силами и средствами Якутской территориальной подсистемы РСЧС, пожарных гарнизонов государственной противопожарной службы и региональной спасательной службы. И в этом году до начала пожароопасного сезона у нас были проведены командно-штабные учения в муниципальных районах с муниципальными звеньями Якутской территориальной подсистемы РСЧС с практической проверкой готовности органов управления и сил к действиям на чрезвычайные ситуации. В этом году у нас во всех в 35 муниципальных районах были сформированы нештатные группы на реагирование по тушению ландшафтных пожаров.
с общей численностью 285 человек из личного состава Государственной противопожарной службы. Также у нас была увеличена штатная численность нашей региональной службы спасения на 41 человек специально для создания аэромобильной группировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе и на ландшафтные природные пожары. И все наши службы, противопожарная, государственная противопожарная служба, служба спасения, они у нас укомплектованы специальной автомобильной техникой, спасательным оборудованием и обмундированием. В этом году в пожароопасный сезон у нас было на территории республики зарегистрировано и ликвидировано 27 ландшафтных природных пожаров на землях и иных категориях с общей площадью 18 777 га. Вот в этом году у нас в республике проводились уникальные и очень-очень важные мероприятия. Это искусственный вызов осадков с воздуха, причем не только для тушения уже существующих пожаров, но и для предотвращения возникновения. То есть, очень сильно хорошо увлажнялись леса. Скажите, как это новшество в целом отразилось на пожарной обстановке и будет ли такой способ тушения и предупреждения возникновения пожаров использоваться в следующих сезонах? В результате выполненных авиационных работ на опытной территории центральной, частично юго-восточной, юго-западной части республики были увеличены атмосферные осадки, что позволило удержать класс природной пожарной опасности на территории республики на минимальном уровне, а также продлить безопасный период до первой декады августа, например, по сравнению с соседними, с регионами Дальнего Востока. И искусственное регулирование осадков у нас осуществлялось самолетами Як-42, Ан-30. С 14 мая по 9 августа включительно у нас было выполнено 27 авиационных вылетов с общим налетом 143 часа в 25 регионах. И в дальнейшем мы, конечно, планируем продолжать эту работу. Показала себя, удалось сдержать у нас на минимальном уровне класс пожароопасности. Что ж, Яна Владимировна, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго вам, а нашим телезрителям желаем не стать виновником все-таки техногенного или лесного пожара. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии была Яна Наумова, заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Всего доброго и до встречи в эфире.